Утро на телеканале «Россия» продолжает «Вести Чувашии», в студии Вероника Павлова. Здравствуйте. На календаре среда, 18 января. По традиции, сегодня ночью верующие будут окунаться в проруби. По всей республике организовано больше 100 мест для купания. Иордания оборудованы почти во всех муниципалитетах. На территории святых источников, на реках по масштабности, пожалуй, будет лидировать место в районе Свято-Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах. Там вырубили 3 купели. В Сосновке тоже ждут любителей окунуться в крещенскую воду. Однако с моржеванием стоит повременить беременным, кормящим мамам, детям и пожилым с хроническими заболеваниями. Традиционное троекратное окунание в прорубь с головой – это не для всех. Не смотрите, не сравнивайте себя с другими людьми. Достаточно находиться в воде несколько секунд, это до 30 секунд, чтобы ощутить все прелести зимнего купания. Подарить улыбки и радости юным мечтателям из донецкого города Торез решили чувашские артисты. Как тебя зовут? Анюта. Анюта! А сколько лет тебе? В Деда Мороза нарядился председатель Союза театральных деятелей Чувашии Сергей Павлов, а в Снегурочку облачилась актриса театра юного зрителя Екатерина Чекушкина. Они навестили детей из социально-реабилитационного центра, заглянули к дошколятам, а также в местный дом культуры. Для юных торезчан подготовили сладкие подарки. Чувашские артисты неспроста выбрали этот город. Торез – город-побратим Чебоксар. Соглашение о сотрудничестве подписали еще прошлым летом. Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения звезды отечественного велоспорта, олимпийского чемпиона Валерия Ярды. Родился он в Шумерлинском районе. Ему с детства нравилось мчаться по дорогам на двухколесном транспорте, обгоняя машины. Технику отрабатывал самостоятельно по книге о велоспорте. Значимым событием в жизни Валерии Ярды стало приглашение в Ригу. Так получилось, что тренер спортивной секции за рубежом был уроженцем Шумерли. Он заприметил целеустремленного юношу. А на этих выходных в столичном центре маунтинбайка пройдет ежегодный велобал, посвященный олимпийскому чемпиону. На нем выберут велокороля и королеву. Вход свободный. Если у вас дома пылятся вещи еще со времен Советского Союза и не знаете, как с ними поступить, Национальный музей готов подарить им вторую жизнь. Для этого даже акцию запустили «Подари музею экспонат». Сейчас музейные работники хлопочут над экспозицией «Билет в детство». Оттого особенно признательны будут за детские вещи, игрушки, школьные принадлежности, октябрятские и пионерские атрибуты. Презенты музей принимает ежедневно, кроме понедельника до 12 февраля. Его сотрудники в долгу перед благотворителями не останутся. Годовой абонемент на посещение музея вручат тому, кто откопает в своих закромах самый необычный экспонат. Таковы вести к этому часу. Отличного дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».